Насаат Кейджи представляет Устаз Абдишукур-Ажи Нарматов. Уважаемые братья-мусульмане, наши призывы к исламу ни для кого не являются призывами к противостоянию, к вражде. Слова, призывающие к исламу, не являются призывами к национализму, к межнациональной розни, трайбализму. Уважаемые братья-мусульмане, призывая к исламу, мы призываем к высокой нравственности, к любви к родине, молодых к почтительности, к уважению к старшим. Мы призываем к уважению своих родителей, к справедливости, к чистоте помыслов, к совести, уважаемые братья-мусульмане, которым призывали после отца нашего Адама все пророки, и Ной мир ему, и Авраам мир ему, и Моисей мир ему, и Иисус мир ему, и последний в этой великой череде пророков Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. К чистоте помыслов, к совести, уважаемые братья-мусульмане. Уважаемые братья-мусульмане, в хадисе Хузайфа ибн Ямана, да будет доволен им Аллах, наш пророк так сказал: «Я клянусь Аллахом, в руках которого моя душа, я клянусь Богу, я клянусь Творцом, сотворившим меня, я клянусь Аллахом, из ничего создавшего все». Почему? После принесения клятвы придет самое главное. Вы станете призывать к праведному пути Аллаха, не будете равнодушными, будете наставлять на правильный путь, будете сторониться от всего скверного и неправильного. А если вы не исполните этого, если будете равнодушными, если не станете призывать других на праведный путь, по которому сами идете, если не станете отвращать людей от скверного, Аллах нашлет на вас горе. А когда Аллах нашлет на вас горе, когда Аллах нашлет на вас испытание, когда Аллах нашлет на вас несчастье, даже ваши молитвы Аллах не услышит. Уважаемые братья-мусульмане, не допустим этих несчастий. Не будем равнодушными. Будем из тех, кто призывает к праведному пути, кто отвращает людей от скверны. Уважаемые братья-мусульмане, вы читаете намаз, никогда не пропускаете Святую Пятницу, держите ароза, совершаете паломничество в Святую Мекку. Самое главное, всегда повторяйте вместе со мной: нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник. Вы говорите, что 7 поколений ваших предков мусульмане. Кто-то из вас уже 10 лет, кто-то уже 20 лет, кто-то уже 30 лет, кто-то уже 40 лет ежедневно читает намаз. Так ведь, уважаемые братья-мусульмане? Но почему не призываете на праведный путь? Почему не сторонитесь от неправедного? Уважаемые братья-мусульмане, пусть Всевышний Аллах даст всем и каждому веру и совесть. Пусть каждый молится и поклоняется только Аллаху. Но, уважаемый брат-мусульманин, когда в последний раз ты привел в мечеть своего одноклассника, своего соседа, своего старшего брата, своего родственника, своего ровесника или однокурсника, или сослуживца, ты наставил кого-нибудь из них на путь веры, на путь ислама? Уважаемые мои сестры-мусульманки, и ты, сестра, слава Богу, хранишь свою честь, всегда в своем платке и хиджабе. Ты всегда исполняешь волю Всевышнего, стараешься жить по сунне, но призвала ли ты к вере, к исламу своих однокурсниц, с которыми ты учишься вместе, или своих сестер, с которыми ты вышла из одного материнского чрева? Спасала ли ты кого-нибудь? Спасала ли ты когда-нибудь их честь от пути скверны? Надевала ли на них платки? Уважаемые братья-мусульмане, спросите сами себя. Если мы хвалимся, что 7 наших предков были мусульманами, значит, мы уже рождаемся мусульманами, верно? Слава Аллаху! Мы родились мусульманами. Но, уважаемые братья-мусульмане,
Ладно, оставим пока в стороне призывы к чтению намаза. Ладно, можете пока никого не приводить в мечеть. Возможно, вам это не под силу. Но, уважаемые братья-мусульмане, спасали ли вы когда-нибудь своих одноклассников, с которыми учились вместе, своих односельчан, своих братьев и родственников от рабства и проклятой водки? Призывали ли их к вере в Аллаха? Спасали ли вы кого-нибудь от сигарет? Спасали ли вы кого-нибудь от насвая? Спросите это друг у друга, уважаемые братья-мусульмане. Мы уже столько лет, 10-15 лет, свято исполняем все предписания мусульманина, но смогли ли мы, не оставаясь равнодушными, хоть одного человека вызволить из рабства перед проклятой водкой, сделать из него раба Божьего, наставить его на путь Аллаха? Давайте же, уважаемые братья-мусульмане, услышим слово нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Уважаемые братья-мусульмане, если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, является примером для нас, если наш любимый пророк является нашим руководителем, послушаем урок от пророка, алейхиссаляту вассалям. Наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так сказал своему зятю, мужу Фатимы, 4-му халифу, Хазрати Али: «Эй, Али, я клянусь и присягаю перед единством Всевышнего Аллаха, стань причиной наставления на правильный путь, исправления хоть одного человека». Умурниям так называли красного верблюда во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Красный верблюд считался самым ценным верблюдом. А какая сегодня самая дорогая машина, а? 570-й? Есть и подороже, но я не знаю их названий. Но, уважаемые братья-мусульмане, наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Хазрати Али: «Эй, Али, наставление одного человека на праведный путь будет получше красного верблюда». Выходит, что на сегодня это будет получше самых дорогих машин, самых последних моделей. Представьте это себе. Возможно, ты никогда не добьешься такой машины. Не сможешь. Для этого надо заработать миллионы долларов. Но разве ты не сможешь наставить на путь истины своего друга? Почему ты не сможешь его избавить от сигарет, насвая или других пагубных пристрастий? Уважаемый мой брат-мусульманин, прошу тебя именем Вседержателя Аллаха, прошу тебя через посредство Аллаха, спроси себя, не отвечай вслух. Кто в последний раз из-за тебя поклонился Богу? Кто из-за тебя, молясь Богу, читал молитвы?